Завершена прокладка и подключение к инженерным сетям. Не все. Не все. Не все, да. Депутаты городского совета Магаса объехали территорию города с целью проверки объектов социальной инфраструктуры. Было оценено состояние строительных работ на таких объектах, как детский сад и средняя общеобразовательная школа. По ряду пунктов депутаты отметили отставание от планового графика, что может повлиять на сроки сдачи объекта. Сегодня мы прикладываем все возможные усилия, чтобы завтра наши дети смогли ходить в достойные, в качественно построенные дошкольные учреждения. Идет контроль данных площадок, мы контролируем, выявляем все недочеты, проверяем и в рамках нашей работы оказываем содействие. Несмотря на весь оптимизм работников, депутаты переживают из-за газификации объекта, которая, по словам подрядчика, до сих пор не завершена. Главный вопрос состоит в том, как будет отапливаться здание и сушиться комнаты, в которых проводились внутренние малярные работы. Халид Хамхоев заверил, что лично проследит за этим, но есть и хорошая новость: игровая зона для детей практически завершена. Завершается детская площадка, тоже на территории которой находится этого садика. Здесь навесы вот эти. Единственное, что здесь еще остались детские качели, которые будет устанавливать подрядчик уже, уже ближе к завершению. Вторым пунктом по списку проверок была средняя общеобразовательная школа номер 2. В отличие от первого объекта, здесь остались только финальные штрихи. Все технологическое оборудование, мебель, все расставлено. Значит, все основные места массового скопления людей, спортзал, актовый зал, библиотека, все оснащено полностью. Территория по благоустройству очень богатая здесь. 5 площадок, включающих как игровые, так и активного, тихого отдыха. В общем, в принципе, объект готов в вводу в эксплуатацию. Сейчас просто занимаемся художественным оформлением отдельных элементов и уборкой всей территории школы. Школа отличается своими масштабами и оригинальностью. Особо порадовал в ходе проверок внутренний дизайн. Помимо солнечного актового зала и прочих тематических кабинетов, глаз депутатов удивила панорама фойе, которая не могла остаться незамеченной. Сначала нужно нанести чертеж на стену, потом по чертежу все это накладывать. Гипс накладывать нужно. Примерно такая работа длится около месяца. В ходе проверок были отмечены проблемы, сделан ряд замечаний, однако в целом работа движется, и к началу учебного года объекты будут сданы. И совсем скоро здесь можно будет услышать детский смех. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.